допросы, аресты стали повседневной практикой. В 2017 году зафиксировано 286 задержаний, 340 допросов, 62 обыска и 46 арестов. Оккупационные суды Крыма в 2017 году незаконно оштрафовали 104 человека, 99 из которых – крымские татары. Сумма штрафов равна около $100 000 США. В застенках ФСБ удерживается более 68 политзаключенных, 16 человек пропали без вести. Де-факто власть взяла курс на уничтожение образования на родном языке коренного крымско-татарского народа. До оккупации в Крыму было 16 школ и 384 класса с крымско-татарским языком обучения. Согласно данным оккупационной власти, сегодня функционирует всего 7 школ с крымско-татарским языком обучения. Так были ликвидированы 9 школ с обучением на языке коренного народа. Активно переписывается историография Крыма. Без согласования с коренным народом проводится добыча полезных ископаемых, строительство, разрушающее природу Крыма. Особую тревогу вызывает ситуация с ханским дворцом Бахчисарае, который под видом реставрации уничтожается и теряет свою аутентичность. Продолжается незаконный призыв коренного крымско-татарского народа в российскую армию в нарушение 30-й статьи Декларации. В 2016 году Верховный суд России запретил представительный орган крымских татар Меджлис, обвинив его в экстремизме. Таким образом, нарушил статьи 5, 18 и 19 Декларации. Украина сделала открытое приглашение специальным докладчикам ООН по правам человека. А в октябре 2017 года Украина заявила о готовности принять специального докладчика ООН по правам коренных народов. Как представитель коренного крымско-татарского народа, прошу специального докладчика посетить Украину в ближайшее время. Мы призываем международное сообщество, коренных братьев требовать от России исполнить промежуточное решение Международного суда ООН, то есть отменить решение Верховного суда России о запрете Меджлиса, отменить все политические и уголовные дела в Крыму и освободить всех политических заключенных из-под стражи, расследовать насильственное исчезновение Эрвина Ибрагимова и 10 других крымских татар. Крымско-татарский народ нуждается в поддержке международного сообщества. Своевременная реакция на нарушение прав человека в оккупированном Крыму может сохранить людей от тортура и спасти их жизни. Спасибо за внимание.